Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в программе. В селе Шера идет ремонт водонасосной станции. Средства выделены из республиканского бюджета. Новая спортивная площадка появилась во Второй Галской школе. Теперь занятия физкультурой стали еще продуктивнее. В доме-музее Дмитрия Гулия прошла встреча представителей семьи и однофамильцев народного писателя. В эти дни, 31 год назад, противник был выбит со своих позиций перед Нижнегумесинским мостом. Продолжая наступление, части абхазской армии дошли до дачи Гречко. Освобождена Бырцха, населенные пункты Лекухона и Верхний Киласур. В этот же день министр обороны России Павел Грачев встретился с Владиславом Ардзенбо. Переговоры шли о прекращении абхазского наступления. На требования абхазской стороны обеспечить выполнение сочинских соглашений грузинской стороной Грачев заявил, что Россия не может контролировать действия Шеварднадзе. Со своей стороны Шеварднадзе заявил о том, что некие мятежные генералы срывают выполнение соглашения. Шеварднадзе повторно объявляет о всеобщей мобилизации в Грузии. Как и предыдущей мобилизации, это также провалилось. Грузинский народ не желал погибать за территориальную целостность Грузии. К концу декабря этого года программа дошкольного образования будет готова, сообщила замминистра просвещения Ада Кварчелия премьер-министру Александру Анкваб. Авторы проекта считают, что программа позволит всесторонне развить личность ребенка на основе использования абхазского языка. Они отмечают, что в первую очередь надо готовить воспитателей дошкольных учреждений, которые будут работать по этой программе. Александр Анкваб отметил, что необходимо объединить усилия всех специалистов и привлечь ученых, чтобы добиться хороших результатов. Программа должна быть простой, понятной и в итоге выполнимой, а результаты эффективны, сказал Александр Анкваб. Продолжается оперативно-следственное мероприятие по факту нападения на двух граждан Абхазии – Дэвида Габеча и Лии Аграба. Подробности проводимой работы рассказал министр внутренних дел Роберт Киут. Глава МВД сообщил, что сотрудники милиции вторые сутки не могут связаться с Дэвидом Габеча и не могут установить его местонахождение, чтобы получить исчерпывающие показания. Чтобы узнать подробности происшествия, с пострадавшим пытались связаться и наши корреспонденты, однако номер его телефона оказался недоступен. Роберт Киут подчеркнул, что комплекс оперативно-розыскных мероприятий будет продолжен до установления всех деталей происшествия. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному происшествию. Буквально вот сегодня утром мы проводили совещание очередное по этому вопросу. Заслушал доклад руководителя ОВД по Сухумскому району, а также начальника следственного управления по Сухумскому району. Но и в то же время обратно же остается ситуация такая же с показаниями самого Габеча. Мы до сих пор их получить не смогли. Вчера наши сотрудники ездили в адрес его проживания, в город Гудаута, где родители объяснили, что пару дней уже человека дома нет. Как бы дали работу, направленную на его установление местонахождения, отправили повестку, чтобы официально его опросить, так как нам необходимо понять вообще, где все это происходило, место происшествия, для того, чтобы его детально исследовать в рамках сбора следственного материала, доследственного материала, так как пока у нас есть только показания Лии Аграба, но тоже девочка показать место самого происшествия не может, наверное, по ряду обстоятельств, так как она не ориентируется на этой местности. Но, соответственно, параллельно проводятся технические мероприятия, то есть весь комплекс мер, направленных на установление лиц, причастных к данному деянию. Как его пока квалифицировать, честно говоря, непонятно, так как у нас еще очень много вопросов к самим потерпевшим. Как только мы проясним, соответствующая квалификация этим деянием будет дана. Показания Дэвида Габеча являются основополагающими, так как нам необходимо, обратно же говорю,
провести обследование места происшествия. То есть любое преступление, для того, чтобы понять, было ли оно вообще, нужно, конечно, выезжать на место преступления. Оттуда нужно начинать свою работу. Да, конечно, комплекс оперативно-розыскных мероприятий нами проводится. Находятся все эти мероприятия под моим личным контролем. То есть фактически в течение дня я постоянно слежу за всем ходом этого расследования, но его показания, они являются сегодня для нас основополагающими, так как информация о том, что вообще произошло такое событие, было, как говорится, все это воспроизведено с его же уст на камеры. Теперь нам нужно установить детали. Нам необходимо провести его медицинское свидетельство, так как он говорит, что его били, избивали. Это нам все нужно подтвердить соответствующими проверками медицинскими. То есть для этого нам необходим сам человек, с которым или в отношении которого были произведены соответствующие, так скажем, неправомерные действия. Ну, помимо этого, хотелось бы сказать, что с учетом того, как активно это обсуждается в социальных сетях и публично, да, вот переведено все в политическую какую-то плоскость, я бы хотел бы порекомендовать и, в принципе, обратиться к тем гражданам, которые сегодня делают выводы определенные, что это может быть политический какой-то заказ и все остальное. Я думаю, скорее всего, стоит дождаться результатов нашего расследования, но обратно же, видите, как многие, те, которые, наверное, не хотят видеть или не слышать, всегда какие-то свои определенные выводы могут сделать. Я лично со всей ответственностью заявляю, что расследование проводится достаточно объективно. Мы должны получить ту информацию, которая действительно была, разобраться в этой ситуации детально, так как сегодня те обвинения, которые звучат, они предельно недопустимы. Никто не хотел бы, чтобы именно в таком формате что-то в нашей стране происходило. Это недопустимо, и для этого мы приложим все наши усилия для того, чтобы разобраться и принять соответствующие меры. Общественная палата Абхазии обращается к руководству силовых структур расследовать инцидент с участием Дэвида Габеча и Ильи Агрба, максимально короткие сроки и предельно объективно, а также публично озвучить результаты. Члены палаты также призывают все политические и общественные организации, а также средства массовой информации воздержаться от каких-либо обвинений и выводов до завершения расследования. Тело неизвестного обнаружено днем 17 сентября в акватории города Учимчира. После обращения очевидцев к спасателям сотрудники пожарно-спасательной части города извлекли тело из воды и доставили на берег. Личность погибшего и причины смерти устанавливаются правоохранительными органами. Исполнилось 16 лет со дня подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Подписанный в 2008 году договор стал прочным фундаментом договорно-правовой базы, на основе которой были подписаны сотни документов во всех областях абхазо-российского сотрудничества, отмечается в сообщении МИД Абхазии. Сегодня с уверенностью можно сказать, что абхазо-российские межгосударственные отношения продолжают развиваться в духе стратегического союза, играя весомую роль в укреплении взаимного доверия, стабильности и безопасности. Об этом заявляет внешнеполитическое ведомство нашей страны. В селе Ишера идет ремонт водонасосной станции. Средства выделены из республиканского бюджета. Все подробности в материале Лауры Капш. Жизнь в сельской местности имеет свои преимущества и недостатки. Однако для сохранения доли сельского населения в общей численности страны необходимо создавать комфортные условия проживания в селе. То есть жителям нужны вода, свет и хорошая дорога. Вот уже около месяца в селе Ишера идет ремонт водонасосной станции. Другими словами, ревизия насосов. Ведь любой механизм нуждается в периодических ремонтных работах и замене изношенных деталей. Стоит отметить, что данная станция десятилетиями служила людям. Но в последние годы жители улиц Кяхба и братьев Папба испытывали неудобства. Им часто приходилось оставаться без воды, так как работал только один насос из двух. И когда он выходил из строя, вода не поступала к людям. Сейчас оба насоса в рабочем состоянии, один из которых будет в резерве. В случае аварийных ситуаций проблем с водой больше не будет. Водонасосная станция. Практически она находилась
не на том уровне, которую мы хотели бы видеть, просто на данный момент начали строительство, ремонт этой водонасосной станции, которая обслуживает в основном улицу Паба. Улица Паба протяженность больше 7 километров. На этой территории есть пятиэтажки, военный городок, и обслуживание водой эти здания входят в этот водоканал. На этой линии находится. Раньше выходило так, что воду выключали, и определенная часть, эта часть села отключалась водой. И в данный момент был построен УКС, начал строить новое здание, отремонтирует это здание, и будут заменены трубы, которая будет отдельная линия на эту территорию. И они практически, мы так думаем, что и количество воды улучшится. Здание, в котором раньше стояли насосы, было в ужасном состоянии. Ну а сейчас насосы перенесены в новое строение. Перенесена вся разводка, трубы были перенесены сюда, заменены задвижки, произведена ревизия насосов, какие-то комплектующие были, даже в них были заменены. И в дальнейшем сейчас здесь не показатель, будут уже облагораживать само здание. Проектно-сметная документация данного объекта составляет 900 тысяч рублей. По поручению президента Аслана Бжаня средства выделены из республиканского бюджета. Спасибо главе государства Аслану Бжаня за помощь, которую он оказывает не только в Сухумском районе, а во всей республике Абхазия. И тот маленький вклад, который делает государство, с большим благодарностью и пониманием люди понимают. Заказчиком является УКС, генеральный подрядчик «Абхазстрой». Работы планируется завершить в течение этого месяца. Лаура Капш, Фатима Гергия, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. В Сухуме прошло расширенное заседание парламентского комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками и комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В заседании приняли участие министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр экономики Кристина Узган, министр финансов Владимир Делба, министр по налогам и сборам Михаил Габелия. Как сообщает пресс-служба Народного собрания, обсуждались вопросы исполнения республиканского бюджета на текущий год в связи с сокращением российской финансовой помощи, бюджет на следующий год, проблемы энергоотрасли, поправки к проекту межправительственного соглашения об осуществлении российскими юрлицами инвестпроектов в Абхазии. Новая спортивная площадка появилась во второй галской школе. Теперь занятия физкультурой стали еще интереснее. На строительство площадки по поручению президента из республиканского бюджета выделено около 6 миллионов рублей. Гугуца Вардани расскажет детали. Во второй галской средней школе обучаются 670 детей, преподают более 70 учителей. В общем, с 1 сентября жизнь в этих стенах кипит, а особое внимание уделяется занятиям спортом. В образовательном учреждении есть спортзал, но помимо уроков физкультуры, которых, к слову, около 70 часов в неделю, в нем проводятся турниры, соревнования как школьного, так и районного и республиканского уровней. Спортзал был сильно перегружен, поэтому было решено обратиться к государству с просьбой строительства спортивной площадки на территории школы. Спортзал уже не выдерживал эту нагрузки, поэтому мы встали перед дилеммой, как дальше быть. И вот здесь, на той территории, где мы сейчас стоим, располагались еще со времен Советского Союза подсобные помещения, которые они уже пришли в негодное положение, ветхое, они сыпались, рушились, вызывало опасность для детей. И мы пришли к выводу, что если бы убрать вот это вот старые ветхие помещения, здесь построить бы такую вот спортплощадку, было бы хорошо. По поручению президента Аслана Бжаня при поддержке Кабмина и парламента республики на строительство спортивной площадки на территории второй галской школы из республиканского бюджета было выделено около 6 миллионов рублей. Заказчик работ управления капитального строительства. Подрядчик – компания «Акра Групп». И мы быстренько в течение 10-15 дней получили отклик на наше обращение. Сюда приехали специалисты УКС, Абхазстроя,
произвели замеры, планировку, убрали старые помещения, сравняли, подсыпали, спроектировали. И вот в прошлом году, в конце ноября, начале декабря, это помещение было с нуля построено, завершено. Просто нужно было выждать некоторое время для того, чтобы это все осело, особенно вот это покрытие, каучук. Потом надо было подсыпать вот кварцевый песок здесь вот лежит. Поэтому мы ждали полгода, и пока это все пришло в норму. Это все пришло в норму, и летом специалисты приехали, подсыпали, привезли технику, которая вот должно было здесь поработать. Если это все было проведено. 2 сентября в торжественной обстановке спортивная площадка была открыта. Кроме того, в этот же день здесь состоялся матч по мини-футболу среди школьников и педагогов. Кстати, заниматься физкультурой сюда могут приходить не только учащиеся, но и местные жители. Мы никому доступ не запрещаем, хотя он стоит на территории нашей школы, на балансе нашей школы, но мы даем возможность всем играть здесь, пользоваться этой площадкой, у кого есть желание. Но все рады, потому что таких объектов у нас в районе и в городе немного, их единицы. И все, кто любит спорт, могут пользоваться этой площадкой. Здесь у нас после уроков каждый день проводят секция по футболу, здесь проводит тренировку. Здесь сейчас дети бегают, соревнуются по скорости бега, на перегонки здесь борются, прыгают в высоту, в длину. То есть здесь сейчас активно на уроках физкультуры, вот младшие и средние классы активно этой площадкой пользуются с утра до 3 часов. Мы хотим еще раз поблагодарить всех, кто был причастен к строительству этого объекта, начиная от финансировавших это, проектировавших и тех, кто это непосредственно строил. Всем огромное спасибо, это большое дело. Это показывает, что абхазское государство серьезно относится к здоровому образу жизни учащихся и к комфортному пребыванию учащихся в школе. По словам директора школы, на этой спортивной площадке будет проведено множество спортивных мероприятий, а уроки физкультуры станут еще интереснее. Гугут Саварданя, Гинал Гвинджия, Абхазское телевидение. Глава администрации города Сухум Беслан Эшба направил поздравительный адрес на имя Марины Дбар по случаю празднования Дня города Брянска. Мы гордимся нашей дружбой и успехами в совместной работе в сферах образования, культуры и обмена опытом, которые стали возможны благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве, говорится в поздравительном адресе мэра Сухума. Беслан Эшба подчеркнул, что Сухум и его жители всегда готовы оказать поддержку городу-побратиму в это непростое для Брянска время. В последние дни жители города Сухум сталкиваются с такой проблемой, как затяжные пробки в центре столицы. Это связано с работами по укладке высоковольтного кабеля по улицам Ардзенба, Мира и Леона. На месте работ побывала Ульяна Рожкова. Укладка кабеля для обеспечения электроэнергией здания совместного информационно-координационного центра МВД Абхазии и России идет уже более месяца. Проделана масштабная работа. Общая протяженность высоковольтного кабеля составляет более 1000 метров. По словам главного инженера СОЭС Алексея Строчана, линия будет напрямую связана с центром, но и местные абоненты смогут подключаться к ней в случае аварийных отключений. Данная линия даст маневровые возможности между подстанциями Синоп и Сухум-1. При прокладке данной трассы мы исправляем и ремонтируем свои сети. У нас была необходимость проведения масштабных земляных работ для улучшения ситуации с нашими кабельными сетями, потому что в данном случае на перекрестке проспект Леона и улицы Ардзенба проложен кабель, который нуждался в срочном ремонте. Он проложен в 1947 году и с тех пор он эксплуатируется. И мы приурочили эти работы для того, чтобы провести совместно, чтобы минимизировать неудобства для наших граждан. Также просим с пониманием отнестись к данной ситуации, потому что не проводить данные работы не представляется возможность. Нам необходимо усиливать наши сети, создавать новые связи между подстанциями для того, чтобы постараться максимально
качественной, бесперебойной электроэнергией обеспечивать наших граждан, наши учреждения. Время проведения работ по укладке было согласовано с администрацией города. По завершению все поврежденные тротуарные и дорожные участки будут восстановлены. Данную работу проводить в зимний период времени, когда будет короткий световой день, неблагоприятные природные условия, не представляется возможности. Вот мы выбрали такое время, согласовали его с администрацией города для того, чтобы максимально снизить неудобства для гостей и жителей столицы именно в курортный сезон. На проведение мероприятий по укладке кабеля по межправсоглашению российская сторона выделила более 19 миллионов рублей. Все работы планируют завершить на следующей неделе. Ульяна Рожкова, Рамо Камке, Абхазское телевидение. В Доме-музея Дмитрия Гулия прошла встреча представителей семьи однофамильцев народного писателя. Встреча была организована по инициативе дирекции музея с целью заложить долговременную традицию подобных встреч. Подробности в репортаже Заура Кварчия. Советский писатель Константин Симонов, часто бывавший у Дмитрия Гулия, говорил: «Этот дом, более удобный для гостей, чем для хозяев, стал для меня дверью в Абхазию». В этот день дом основоположника абхазской литературы, расположенный в центре столицы, вновь был полон гостей, являющихся одновременно и хозяевами. Это потомки и однофамильцы патриарха абхазской литературы собрались по приглашению дирекции Дома-музея. По мнению Светланы Корсая, директора Дома-музея Дмитрия Гулия, данное мероприятие должно стать значимой вехой в истории сохранения литературного наследия нашей республики. И в будущем она надеется, что подобные встречи станут хорошей традицией. Я очень рада, что нам удалось сегодня здесь собраться именно вот в таком формате, потому что об этом проекте мы говорили давно. Вы знаете прекрасно, что вот есть музеи, где это практикуется. Вот лично я сама как-то присутствовала вот где собирались потомки Алексея Толстого. Это очень интересно. Они приезжали из разных стран, и Америки, и Западной Европы и так далее. Это очень интересно, потому что они, во-первых, сами видятся друг с другом, общаются, и потом что-то всегда полезное, что это все-таки это историческое. Вот я думаю, что это тоже сегодняшняя наша встреча тоже имеет исторический Одна из главных характер. идей встречи, по словам организаторов, сохранение истории жизни и творчества Дмитрия Гулия, которая передается из поколения в поколение потомками писателя. Вот как сказали, Алексея Толстого потомки собираются со всего мира, встречаются. И причем эта идея у них тоже зародилась не так давно, в 2000 году. Вот. И мы бы хотели также объединить весь род Гулия, потому что не всякий род может гордиться тем, что есть такой предок. Да? И сегодня этот характер хотелось бы, чтобы нес такой маршруты выстроить, какие у нас будут встречи и планы, какие у нас будут. Вот. И просто определить, как будет это происходить раз в 2 года у Толстых, раз в 3 года, как это вот мы уже тут Родственники обговорили. писателя с радостью поддержали инициативу. К сожалению, не все смогли приехать на встречу. Праправнучки Дмитрия Гулия, проживающие в Париже и Варшаве, прислали видеоприветствия, в которых они выразили свою поддержку и теплые слова о знаменитом предке. Очень благодарна музею за сохранение памяти о нем, за сохранение его наследия. Он был действительно первопроходцем во многом, зачинателем очень многого важного в абхазской культуре. И его иногда называют просветителем. И мне, кстати, очень нравится это определение. Я знаю, что Дмитрий Гулия ценил и понимал важность того, что такое свобода, важность того, что такое мир. И я очень надеюсь, что наша семья, которая сейчас разбросана по всему миру, будет достойно представлять эти ценности, достойно представлять... Основоположник абхазской литературы, просветитель, ученый, лингвист Дмитрий Гулия родился 150 лет назад, 21 февраля 1874 года. В честь юбилейной даты весь 2024 год в республике объявлен годом Гулия. Заур Кварча, Рамо Камке, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде.
среду 18 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны кратковременные осадки, гроза. Температура воздуха ночью 16-21, днем 22-27 градусов. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.